иметь сегодня возможность познакомиться с кафедрами, факультетами университета. Здесь собрались деканы, преподаватели, ведущие преподаватели университета. Именно в этот день большинство абитуриентов принимают окончательное решение, учиться в этом университете или нет, для того, чтобы определиться с высшим учебным заведением и выбрать будущую профессию. У выпускников школ остаются считанные месяцы. Тамила Аушева, к примеру, уже знает, куда и на кого будет поступать. Я планирую поступить в медицинский факультет сюда. Медицина для меня это очень интересная, скажем так, наука. Почему? Потому что есть много неизвестного, очень интересного, то, что можно еще узнать. И в частности, ты можешь что-то сделать, какое-либо новое открытие. Сформировать для себя более полную картину обучения в ИНГУ абитуриенты могут во время экскурсии, в рамках которой каждый желающий может задать интересующий его вопрос о поступлении и обучении в вузе. Проводятся совещания, встречи с другими учеными ведущих университетов. Каждый год я принимаю участие в Дне открытых дверей именно в этом Ингушском государственном университете. Буквально полгода назад тоже было мероприятие «Наука 0+». Тоже принимали активное участие с кадетами. Мы сюда приезжали, знакомились с различными факультетами, кафедрами. Нас ознакомливали с экономическими, финансово-экономическими, филологическими факультетами. В каждом факультете есть своя сторона положительная. В вузе всего 9 факультетов, и все они востребованы. К тому же в следующем году в университете появятся новые учебные дисциплины. У нас открываются новые специальности, очень хорошие специальности. Экология, природопользование, нефтегазовое дело и так далее. Очень хорошие специальности. Дополнительно мы еще открываем. И выделены уже бюджетные места. В этом же году позволено, значит, по приказу Министерства образования и положение для поступающих, то есть правила поступающих позволяет подавать документы несколько, то есть 5 образовательных учреждений они могут. Ну а чтобы учиться в вузе своей мечты, абитуриентам предстоит сдать ЕГЭ и набрать необходимое количество баллов. Только после этих испытаний они смогут стать студентами. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.